Добрый день всем, добрый вечер. Мы сейчас в студии Центральноазиатского телевидения, и информационное агентство Фергана.ру продолжает цикл передач в этой студии. Сегодня у нас в гостях известный, очень весьма известный журналист российский Орхан Джемаль. Здравствуйте. Здравствуйте. И человек, который побывал во многих горячих точках и вообще как бы владеет темой, о которой мы будем сегодня говорить, весьма и весьма глубоко. А тема такая, тема взаимоотношения ислама и внутри себя, и со всем окружающим миром. Скукоживается территория, вернее так, расширяется территория, которая становится зоной геополитического бедствия, возможно, точкой приложения сил огромного количества игроков, всех фактически мировых крупных держав, включая Россию, США, Китай и так далее. Но начнем мы, пожалуй, с одного вопроса, с недавней совершенно возникшей тяжелой ситуации в Таджикистане с ПИФТом, который запретили, а потом начались, в общем-то, по большому счету, кровавые события. Да? Хоть они не столь широко кровавые, но, тем не менее, гибели нескольких людей тоже вопрос большой. И мало того, единственная официально существовавшая исламская организация на территории бывшего Советского Союза, да, которая была представлена и в парламенте, сначала была закрыта, а потом были ее лидеры была просто обезглавлена. Наоборот, сначала выжили ее лидеров, они бежали в Турцию, да. А через полгода закрыли саму организацию. Да. В вопросе СПИФТ интересует вот какой момент. Мы вкратце говорили до эфира. Почему-то странным образом все произошло ровно в канун ОДКБ, который должен был прошел уже в Душанбе. Что это такое? Почему нельзя было поддержать ситуацию до того, как это все закончится? И почему столь грозный момент, да, когда внутри Таджикистана происходили такие серьезные разборки, по горам там полками вылавливали всех, ну так писали СМИ. В этот момент приезжали лидеры всех государств, которые входят в ОДКБ. Что это такое было? Это какой-то политический ход, это демонстрация чего-то? Почему так произошло именно? Чтобы понять вообще логику происходящих событий, нужно как бы понимать, откуда вообще взялся ПИФТ, и откуда взялись вот те самые военачальники таджикские, которые сейчас вот взбунтовались и которых там сейчас отлавливают. Самый известный Назарзада. Да? Назарзада. То есть в Таджикистане в 1992 году началась война, длилась она до 1997 года, и стороны этой войны таковы. С одной стороны была объединенная таджикская оппозиция, то есть альянс таджикских демократов, да, которых тогда было немало на волне перестройки. И, условно назовем там таджикских исламистов, то есть сторонников там, да, такого исламского пути развития Таджикистана. Против них существовал такой квазикоммунистический такой режим, поддержанный с одной стороны Россией и, собственно, российским спецназом, грушниками там, и так далее, а с другой стороны местным криминалитетом, там, да, то есть это называлось кулябским кланом или юрчиками, противники назывались вовчиками. В 1997 году было достигнуто соглашение о прекращении огня в обмен на то, что вот эта объединенная таджикская оппозиция получает 30% мест в исполнительной власти, а политическое представительство этой группы вот будет в качестве ПИФТа, то есть старейшей исламской партии, там, да, которая там, имеет и подпольное прошлое, там, да, то есть и легальную часть там, своего существования. И, в принципе, ПИФТ с тех пор находится в таджикской политике, являясь второй партией после партии власти, всегда она являлась. Да? И, собственно, договоры подписывал Рахмон и Нури. Совершенно верно. Лидер ПИФТа. Да? То есть они и подписали в свое время договор. То есть это вторая там, по влиятельности была партия, там, да, но если как бы сделать поправку на тот административный ресурс, который в Таджикистане используется, как и везде в СНГ, то, наверное, можно сказать, что партийная роль ПИФТа еще более весома могла бы быть при иной политической истории. Все время вот кулябцы, которых возглавлял Рахмон после этого соглашения, пытались нивелировать это соглашение, потихоньку вымывая
из органов власти, своих оппонентов. И это не раз вызывало, значит, вот так, реакции, похожие на то, что происходит сейчас. Например, я напоминаю, что в 2008 году был послан таджикский ОМОН для задержания, ареста и разгрома группы, связанные там, с Ахмедхаджи Ахмадовым, Мирзо Хаджи Ахмадовым, простите, я оговорился, то есть, который был главой УБОПа Гармского района, представлял таджикскую оппозицию. В том бою ОМОН потерпел поражение, да? Потом было примирение между Рахмоном и сбунтовавшимся Мирзо Хаджи Ахматовым. В 2010 году был новый его мятеж, там, да? И они тогда ушли в ущелье в Кабаромб. Вот сейчас произошел там запрет ИПВ, значит, и ну, как бы разгром той части армии, которая была вот связана с объединенной таджикской оппозицией. Ну, вот они как бы превентивно упредили арест, там, да, то есть бежав в горы с боем. С одной стороны, это находится все в неком ключе, там, да, таком тренде. Вот, то есть это повторяющаяся история. То есть, да, то есть это в тренде. Там, да? Но вообще как бы дьявол в деталях. Там, да? Если мы разберем нюансы, мы там, увидим там целый букет заявлений, значит, от имени Назар Зуде. Там, да? Мы можем сказать, что не всегда доверяем, что авторство принадлежит ему, но что это как-то отражает некую реальность, судя по всему, там, да, это а кому? Так. Вопрос напрашивается. А кому? Ну, может быть, через кого-то, там, да, может, там, он там, законспирирован и нам передают его слова, мнение или консолидированную позицию. Там, да? Но, судя по всему, это достоверная информация, она очень хорошо укладывается в логику всего происходящего. Но среди этих заявлений есть заявление о том, что он отложит свое обращение к таджикам, там, да, как какой-то манифест свой, там, да, до окончания ДКБ, ну, с таким вот подтекстом, что не хочет мешать, не будет портить детский утренник. Там, да, то есть, и это явно выдает, что он на контакте там, да, с кем-то, кто заинтересован в таком вот хорошем, безсбойном и триумфальном проведении ОДКБ. И таким игроком, конечно, может быть и Москва, там, да? Тем более, что не нужно забывать, что Назар Зуде, он был замминистра обороны, командир контрразведки, военной контрразведки Таджикистана, учился значит, в Академии Фрунзе здесь, там, да? То есть вполне человек, на которого есть определенные выходы там, да, там, из Москвы. Там, да? То есть можно допускать и определенную такую вот роль Москвы, там, да, то есть то ли его могли там предупредить, там, да, то есть о готовящихся там репрессиях, там, да, я не утверждаю, что ему дали команду там вперед, давай, бунтуй, там, да? Его могли там предупредить, подтолкнуть, там, да, и так далее. Что касается, почему сейчас там, да, вот заварилась вся эта вот каша с окончательной ликвидацией позиций, там, да, значит, Пифта и атошников в Таджикистане, то я как бы не склонен как бы полностью это привязывать там, к ОДКБ. Я полагаю, что это все-таки такая внутренняя инициатива рахмоновского режима. Там, да, то есть они боятся сейчас усиления Талибана, значит, в Таджикистане, в Афганистане. Северный Афганистан в этой ситуации вполне может стать такой тыловой структурой для таджикской оппозиции. Там, да, и они, в принципе, торопливо пытаются решить вопрос для того, чтобы некому было тыл там создавать, там, да, то есть большой зачистки. Там, да. Интересный переход к Афганистану, но хотелось бы задать вопрос, а в чем мог быть манифест Назар Зуде? Что он мог предложить таджикскому народу такого, что могло бы таджикский народ обернуть против, скажем, Рахмона? Или собственно, суть-то достаточно как бы проста, там, да, то есть главная боль Таджикистана — это Рахмон, который пытается там, да, вычистить любую альтернативу как бы, себе, да, в том числе и
тех, там, да, с кем он подписал определенные соглашения. В конце концов, не нужно забывать франклиновское определение, что такое демократия. Там, да? Это договор о правилах вооруженных мужчин. Да? Вот вооруженные мужчины там, после того, как они применяли оружие, сошлись, договорились о правилах. Вот. Одна из сторон нарушает эти правила. Там, да? То есть, конечно, можем сказать, что Азия, дикость и все такое прочее, там, да? Ну, чисто с формальной логики, там, да? Была демократия по Франклину, и Рахмон ее систематически как бы вот притеснял. Да? То есть на самом деле тиран он, а его противники, будь они 100 раз исламисты, там, да, являются демократами, ибо стоят на страже договора вооруженных мужчин. Учитывая то, что сказал, создается впечатление, что это была программа по сливу Назарзада и окончательному сливу Пифта. Ну, получается так. Логика такова. Вычищают, да. То есть помогают Рахмону вычищать. Ну, а почему нет? Там, я полагаю, что деисламизация Таджикистана, она находится и в интересах, с одной стороны, России, там, да, в интересах Китая. Там, да. Там много игроков, которые как бы, хотели подвинуть там, да, позиции политического ислама в этой республики. Это борьба, там, принимает комические черты. Вы знаете, что там была разгромлена успешная группировка мошенников, которая выдавала некое фальшивое разрешение от власти на ношение бороды. И это пользовалось успехом. То есть вот травля бородатых была такова, там, да, что люди готовы были отбашлять там, да, за удостоверение, которое разрешает им носить бороду. Как тут не вспомнить сухой закон в Штатах, да? У нас появились продажи спиртного. У нас вот как бы не без Салтыкова-Щедрина все происходит. Так это во всем мире не без Салтыкова-Щедрина. А теперь вот к тому, что затронул Афганистан, северный, северо-западный, северо-восточный. Талибан не в лучшем положении сейчас. Почему? Раскол, часть ИДУ, например, тот же самый, который был в составе некоторым образом, да, присягнул на верность официально ИГИЛу. Раскол... Мало того, извини, секунду договорю, мало того, из истории известно, что талибы никогда, в принципе, только грозили, может быть, отдельные моменты своей истории, но никогда и не стремились в Азию. Никогда им не интересно было Талибан, в Афганистан удержать. Талибан, давайте так, Талибан это тот набор идеологем, да, на котором сходится фактическое большинство афганского населения. Естественно, там есть и регионы, которым не очень нравится, там, вот как это было при талибах, ну, допустим, Мазари-Шариф. Да. Там есть как бы и демократический сегмент. Но в принципе вот идеология Талибана, там, да, это некая квинтэссенция там, да, идеологии большинства афганцев. Это условная вещь большинства афганцев. Теперь следующий момент. Талибан да? Это паштун и юг. Нет, позиции Талибана к настоящему моменту и среди северного таджикского населения достаточно сильные. Вы сейчас вот посмотрите, где происходят основные события. Там, да? Это Кунар, Кундуз там, и так далее, и так далее. Это север. Там, да. Да? Да. Более того, там, да, сейчас вытесняют, ну это уже процесс достаточно давно идет, вытесняли, там, пакистанская армия вытесняет Талибан из Вазаристана, там, да, и если вы посмотрите, куда отходят там, да, отряды Талибана, они отходят на север, там, да, как в наиболее комфортную для них зону. Это они в таджикском окружении там оказываются. Там, да. Так что говорить, что там сейчас таджикский север антиталибанский, там, да нет. Там, да. Раскол, который сейчас вот мы видим, наблюдаем в Талибане, он предсказуем. Он был связан с длительным сокрытием смерти Мулла Омара, там, да, когда значит, факт обнародовали, и было заявление о том, что вот, Мулла Мансур там, да, является сменщиком Муллы Омара во главе Талибана, там, да, то у чести родственников там, Муллы Омара там возникли вопросы, подозрения, в том числе и конспирологические версии о том, что вот не без участия Муллы Мансура там, Мулла Омар умер. Там, да. В общем, произошел некий раскол, там, да, то есть это как бы предсказуемая вещь. Естественно, она усиливает там, да, позиции так называемых отрядов, принявших баят присягу исламскому государству, там, то есть под брендом исламского государства, действующих там, в Афганистане.
это усиливаются эти позиции. Но не нужно забывать, там, да, что исламское государство, там, да, это некие радикалы, там, да, и обиженные, там, да, то есть ущемленные в чем-то люди. Там, да. Талибан есть вот такая вот отражение того, там, да, что вот из себя представляют афганцы. Там, да, то есть в любом случае это будет доминирующая сила, сдерживать позиции которых можно только силой, что делали американцы. Там, да. Как только это давление значит, исчезнет, Афганистан упадет целиком полностью в руки там, да, талибам, там, да, и не помешают им ни ИГ, ни сторонники там, Гани или Карзая, там, да, которые сейчас есть. Там, да. То есть это предопределенный, это вопрос времени, да, и причем скорого времени. Да. А какой люфт временной? Ну, я не берусь определять, там, нет, я не Нострадамус, там, да, но судя по всему, там, да, это, то есть, вот после того, как уйдут американцы, там, да, я думаю, что год-два там, от силы, там, вряд ли больше. Там, да. То есть это как бы решенный вопрос. Там, да. Чем это чревато для Центральной Азии, для Средней Азии? На самом деле, вот есть миф о том, что вот талибы вот спят и видят, как вот рвануть и вторгнуться там, да, на территорию Средней Азии, там, да, то есть это Туркмения, Узбекистан, Таджикистан. Там, да, что есть такая фальшивая установка. Там, да, нет там таких поползновений. Там, да, то есть у меня в свое время было достаточно контактов с вполне референтными фигурами, связанными там, с руководством Талибана, там, да, которые прямо говорили, там, да, ну, у нас вообще-то там, мы как бы не поддерживаем, не одобряем все, что там происходит, но у нас своей головной боли хватает, извините, там, да, то есть нам не до того. Да. Но с другой стороны, Талибан всегда готов предоставить тыл, поскольку это идеологическая значит, структура, которая готова забивать на резоны из сферы реалполитик. Ну да, понятно. То есть они всегда готовы предоставить оппозиционным протестным там, группам типа исламского движения Узбекистана, исламского движения Туркестана, там, да, то есть объединенной таджикской оппозиции, как бы своей территории, как там, тыл. Там, да. То есть идеологически они готовы там, да, принять этих людей, даже если это испортит им отношения с соседними государствами. Ну, таковы условия вот, идеологической структуры. Да? Так что вот это вот главная угроза того, что значит, оппозиции в этих странах будет куда бежать. Пока нет. Да? А что вообще происходит в Центральной Азии? Насколько там мир долговечен? Если можно по странам, если ну, мы сейчас описали определенный как бы узел, там, да, то есть связанный там вокруг Афганистана, там, да. В северной пояс там есть своя специфика, там, да, то есть свойственная каждой там стране, там, да. Ну понятно. Там транзит власти больше всего беспокоящий вопрос сегодня. Это транзит власти даже не столько в Казахстане, сколько в Узбекистане, потому что там совершенно нет преемничества никакого. То есть не обозначено. Ну, на самом деле, значит, сейчас Узбекистан так закрылся, там, да, что мы плохо понимаем о том, какие процессы идут внутри. Там, сейчас уровень закрытости приближается к таджикской закрытости. Северокорейской, я так понимаю. Не таджикской, а туркменской закрытости. Там, да. Что касается Таджикистана, там долгое время существовала вот, как бы оппозиция и такая вот политическая жизнь. Да. Но сейчас она свертывается, приводится постепенно к узбекской модели. Там, да. Есть Казахстан, ну, где, в общем, где политика относительно предсказуемая. Там, да. Там есть как бы свой набор проблем, там, да, там есть как бы свой набор внутренних конфликтов. Там, да. Но в целом от Казахстана никаких неожиданностей не там разумная линия прослеживается все-таки. В Киргизии транзит власти там происходит там, перманентно. Да? И, в общем-то, не так уж страшен черт, как его малюют. Как посмотрим, чем закончатся выборы. Ну, там уже не первые выборы. Ну, да? То есть, и ничего такого катастрофического, чтобы все человечество содрогнулось. Но это уже выборы в рамках участия Киргизии в ЕАЭС и во всех этих договоренностях. Вот, то есть, в принципе, среднеазиатская ситуация, она все равно сконцентрирована вокруг афганских процессов, потому что вот
внутри там сейчас вот какой-то такой супер актуальной проблематики вне Афганистана там нет, ну, кроме внутренних процессов, ну, вот, там, в Таджикистане там, вычищают исламскую оппозицию, там, в Узбекистане там, этот процесс уже закончен. Уже вычистили. Да. Уже вычистили. Там, да. А что происходит в Туркмении, мы вообще плохо понимаем. Там, да, то есть, Ну, что происходит? Там коммунизм практически. ну, там какой-то такой вот странный Восточный вариант тюркский, коммунизма. там, да, Да. то есть социализм, видимо. Там, да, такой. Мы не знаем, что там происходит. Давай переместимся немножко западнее и гораздо западнее. ИГИЛ. Страшилка сегодняшнего дня. Это реально страшилка? Это явление, которое должно пугать? Или это явление, которое рассматривать надо только через призму политическую? Ну, давайте так. Да, ИГИЛ, значит, который там сейчас уже не ИГИЛ, а ИГ, поскольку они отказались от территориальных привязок, приложил очень большие усилия для того, чтобы быть страшилкой, чтобы всех напугать. Да? На них много чего наговаривают, там, да, но очень многие вещи, там, да, в том числе шокирующие многих публичные жестокие казни, там, да, были правдой, там, да, то есть это не выдумка, может быть, это преувеличили, может, туда присовокупляли намеренно, там, да, и какие-то фальшивки, там, да, но что греха таить, все это было, все это устрашало. И я напоминаю вам, что летом этого года, в июле, Аль-Багдади, там, лидер исламского государства, сделал заявление о том, что хватит этих публичных казней, хватит вот этого вот нагнетания ужаса, вы отвращаете сердца мусульман от исламского государства. То есть мы услышали позицию лидера исламского государства относительно вот этой практики. Там, да. Тем не менее, очевидно, что после этого таки состоялась там публичная казнь в Пальмире, там какого-то старого музейщика казнили, это все было сделано публично, то есть, грубо говоря, на точку зрения Аль-Багдади, лидера исламского государства, там в каких-то конкретных местах там могут и наплевать. Там, да? То есть, это первое, там, на этом мы сказали. Чтобы как бы понимать, откуда взялось исламское государство, там, да, нужно в том виде, как мы знаем, как халифат, исламское государство и халиф Аль-Багдади. Да? Нам нужно понимать, в каких процессах там, да, вообще эта структура возникла. Там, да? Если как бы набрасывать очень бегло ее историю, то после 2003 года, после вторжения американцев в Ирак, возникла ситуация, когда гонимые баасистские офицеры военные и гонимые исламисты оказались в одних тюрьмах. Возникла некая конвергенция, взаимопроникновения. В 2006 году была провозглашена организация государства Ирак, исламское государство Ирака и Шама, тот самый ИГИШ. И была определенная история эволюции этой организации. И в 2011 году они фактически учредили дочернюю структуру, которую возглавил Джауляни, как посланец исламского государства. Там, да. И эта структура называлась Джабхат ан-Нусра, она была сделана как раз вот под действие в Сирии, где началась гражданская война. В Сирии Джабхат ан-Нусра оказалась суперуспешным проектом, там, да, то есть фактически это было главной силой, движущий фронт против Асада, там, фактически за год оттяпали половину территории, то есть практически все суннитские районы, где там население там, на ура приветствовало. Одну ремарочку хотел, один вопрос короткий в рамках этого, знаете, чтобы понятно было. Это противостояние Асаду или Асаду как воплощение шиитского меньшинства? Вы знаете, там, давайте так скажем, там, да, это к шиитам в суннитском пространстве относятся там, не очень хорошо. Там, да. Есть, скажем, более умеренные и более мягкие толки, там, да, которые там, считают их заблудшими мусульманами, ну, там, допустим, это в рамках там,
каких-то вот деобандитских тарикатов, там, да, значит, есть там более жесткое, но тоже достаточно терпимое, там, да, там, ашаритские точки зрения относительно шиитов, там, да, есть достаточно жесткие там, салафитское к ним отношение, там, да, но как бы то ни было, там, да, вот это вот антишиитский настрой в суннитском пространстве там, да, наложился определенным образом на протест против Асада и алавитов. Да. Нужно понимать, что алавиты это шиитами были объявлены в 70-х годах. Это было политическое решение ливанского аятоллы Мусы ас-Садра. Там, да, то есть по политическим соображениям одну из сект там, да, объявил там, шиитской. Там, да. Я просто напомню вам повод, чтобы было ясно, вот почему вот это был взрыв антиасадовский. Я вам напомню повод, почему это произошло. Там, да? Это был арест детей там, да, в городе Дара. Там, да? Был арест детей, которые играли в арабскую весну. Это были действительно дети. Это были не юноши, не подростки, это были дети. Значит, они исписали какими-то лозунгами, значит, стены, играя вот как дети, были арестованы, и в результате ареста там казалось, что там вырывают им ногти, а это, еще раз напоминаю, это не подростки даже, да, это были дети. К зданию Мухабарата, там, где разбирались с этими детьми, пришли представители их семей, там, да, представители шейхи племен, в которые входили эти семьи, и попытались освободить, договориться о чем-то там, да. На что глава Мухабарата им сказал, что ваши дети недостойны быть сынами Сирии. Да? Вам нужно просто родить других. И если вы с этим не согласны, с этим планом, то наши офицеры могут помочь в этом вашим женщинам. Да? После этого значит, шейх, возглавляющий делегацию, плюнул этому человеку в лицо и получил в ответ пулю в лоб. Начались огромные там, демонстрации, протесты, потому что вопиющий случай. Там, да? И дядя Башара Асада, там, да, приехавший разруливать эту ситуацию, принял решение: мы не можем уступить этим людям, там, да, потому что они почувствуют нашу слабину. Ой, как знакомо. Вот после этого ситуация пошла как бы в разнос. Там, да? Понятно, что это повод, что в основе там были причины и экономические, и политические, более фундаментальные. Ну, да. Но этот повод очень хорошо характеризует там, да, саму атмосферу Сирии и вот это вот взорвавшееся чувство безнаказанности у алавитской элиты, которые как бы вот мы здесь главные, мы здесь все можем. Там, да? То есть вот здесь решаем все мы. Там, да? А вот прочее, это ну, под нами там, да, могут подстраиваться, те, кто не подстраивается, мы уничтожаем. То есть нужно как бы понимать это. Там, да. Это было, конечно, там, восстание против асадитов, против алавитов, и, там, в третью очередь там добавлялся негатив там, к шиитам вообще. Там, да. Но вот к этому процессу, там, да, естественно, стали пристегиваться и маджахеды. Но, слава богу, маджахедское движение сформировалось там, хорошее, там, да, воинов было много. Да, вот Джабха и была, там, Джабхат ан-Нусра, главным такой вот антиасадитской силой. Когда учредившие их исламское государство Ирака и Шама там, да, пыталось сказать, ну вот у вас все хорошо, давайте объединимся, отменим вот этот вот бренд, сделанный под Сирию, там, да, то есть объединимся, объединим бюджет, там, да, то это встретило некое такое вот сопротивление Джабхи. Там, да, кончилось все покушениями на самого Джауляни, лидера ее. Кончилось все, значит, ударом в тыл, там, захватом баз, захватом складов, там, захватом инфраструктуры, там, претензий на нефтяные там, месторождения. И вот в рамках этого конфликта, там, где уже пролилась кровь, там, да, все вышло на внешний суд. Там, да. Лидер Аль-Каиды на тот момент это был Айман Завахири. Решил, что значит, исламское государство должно уйти в Ирак, а в Сирии должна остаться там Джабха. Его посланец с этим решением Ассури был убит там, представителем исламского государства. Сам Завахири был объявлен вероотступником и значит, поддерживающим доктрину Сайса-Пико. Согласно этому взгляду, Сирия и Ирак разные страны, а не просто Шам.
И началась такая конфронтация. Вот на фоне этой конфронтации и было заявлено, что мы халифат, и судить наш конфликт некому. То есть нужно понимать, что логика объявления халифата, она была внутренняя, это внутренний раскол, внутренняя проблема, возникшая как бы внутри этой ситуации. Так что, когда у нас говорят, мы на стороне Асада, пойдем, мы уничтожим ИГИЛ, это некое упрощение. У нас делают вид, что там есть только один игрок. ИГИЛ. Нет, он не один. Там есть ИГИЛ, там есть Джабхат ан-Нусра, там есть находящиеся в союзе с ней 5 полевых командиров ССА, так условно скажем, главный из которых Ахрар аш-Шам. Там есть стоящий отдельно Джейш аль-Ансар валь-Мухаджирин. Это структура, в основном, создана выходцами из России, это достаточно влиятельная группа, насчитывающая порядка 600 человек, если считать с арабами вместе. То есть там очень много отрядов, стоящих на разных позициях, там очень много внешних игроков. Для Турции ослабление ИГ означает усиление курдов, что совершенно как бы недопустимо. И в общем попытка представить эту схему, вот эту ситуацию, что там есть Асад, есть исламское государство, и вот это такое вот зло, прям как Гитлер такой вот, нужно для любой ценой как бы вот уничтожить. И те, кто там только на словах поддерживает эту тему, что вот надо уничтожить, так не радуются инициативе Путина, это вот там такие гады, которые вот лицемерят, они на самом деле за исламское государство, из-под тишка вот им рулят. Такую вот как бы схему нам преподносят, и у нас, наверное, люди даже не доверяют, а чего это вдруг кто-то против. На самом деле ситуация много сложнее. Там внутри очень много групп, в том числе группы, представляющие практически все суннитское население Сирии. Там противоречивые интересы, с одной стороны Соединенных Штатов, с другой стороны Турции, с третьей Катара. И инициатива России, вот нынешняя, она вот напоминает, вот если в лоб принимать, вот, что, как будто вот то, что мы говорим, мы того и хотим. Что вот как будто в 1979 году вот, Политбюро ЦК КПСС сказал, давайте вот мы сейчас вторгнемся в Афганистан, а вы все с этим согласитесь и даже поможете нам. Комичная ситуация. Да? Вот сейчас она вот, если предполагать, что то, на что мы намекаем, это вот так оно и есть, тоже комичная ситуация. А возможно ли какая-то объединяющая сила? И это будет перманентно происходить так? Насколько долговечен вообще проект ИГИЛ? Что, по мнению твоему, чем кончится он и когда? Тут нужно как бы понимать, что халифат, да. Это идея фикс вообще всех мусульман, всей исламской уммы. То есть это как бы мечта, это мечта, такая внутренняя мечта о том, что у уммы, как у цивилизации исламской, должна быть политическая субъектность. 1500 лет мы жили с халифатами разными, той или иной степени эффективности. У нас был как бы свой глобальный мир от Кордовы до Индии. У нас было как бы пространство, абсолютно глобалистское исламское пространство. И только 100 лет мы живем без всего этого, вот разобранные по таким вот национальным государствам, на птичьих правах, сям, 5-10. Так что это огромная мечта всех мусульман. Так что когда какая-то группа объявила себя халифатом, несмотря на то, что есть критика относительно того, как это было сделано, то есть как это, насколько это соответствует правилам шариата формирования халифата, то в мире это как бы вызвало такое вот воодушевление. И сейчас пока люди готовы прощать вот за то, что вот они объявили себя халифатом, весь тот негатив, который внутри происходит. А его там много, потому что, выйдя из-под в результате конфликта с Джабхат ан-Нусрой, выйдя из-под юрисдикции третейских судов, заявив, что у нас халифат и суд у нас только здесь, мы никому не подсудны, кроме самих себя. Они таким образом, как пылесос, стали засасывать в себя различные такфиристские группы из всех внешних
значит, образований, потому что у такфиристов тоже там, возникли там, куча конфликтов, там, они тоже находились как бы под судом, им тоже было важно как бы, избежать там, да, таких вот третейских судов относительно их деятельности. Они все как бы рванули в ЭГЭ и, к сожалению, стали там определять во многом погоду, вот этот вот, крайний такфиризм, там, да, вот эта крайняя жесткость, там, да, граничащая уже с хариджизмом, она же была осуждена очень многими людьми. Там, да, очень многие люди выступили с этим протестом. Тем не менее, вот, мысль о том, что где-то есть халифат, там, да, заставляет там, огромное количество мусульман, в том числе и меня, там, да, смиряться с этой практикой в надежде, что переварится, там, да, то есть Советский Союз, он тоже, как бы, знаете, да, в муках, корчах, в крови рождался. Ну, тот халифат, о котором я говорил, который существовал 100 лет назад еще, но это тоже было достаточно условное понятие, поскольку существовал хан Каканский, я не знаю, султан Турецкий, существовал эмир Бухарский и так далее. Одну минуточку. А как говорите, существовало две легитимности. Там, в исламском мире существовало две легитимности. Либо ты находишься под халифом, там, да, и тогда ты там эмир, султан, там, кто угодно. Либо ты связан с золотым родом бурджигинов. Там, да, то есть, либо ты на правах Чингизида. Там, было вот эти две легитимности. Там, да. Огромное количество, там, огромные территории, там, да, включая и шиитские территории, там, да, входили в зону там, именно халифата. Там, да, и халифат это было такое очень глобалистское пространство. Человек так мог учиться там, в Кордове, работать в Каире, там, умереть в Дамаске, и везде он был у себя дома. Там, то да? же самое существует в христианстве. Куча конфессий, внутри конфессии куча всяких движений, но все это вместе называется христианством. Ну, у нас не так много... У христианства не было политической субъектности. Там, да? У христианства, история христианства – это война между, собственно, Ватиканом и Священной Римской империей, германскими баронами. В этой борьбе выиграли бароны. Да, но когда-то был смотрящий по всему христианскому миру, он назывался Папа Римский, это был достаточно большой кусок. Да он и сейчас есть, да. Там, да, но ему противостояли бароны. Там, да? Согласен. И они выиграли. Мы не будем углубляться в эту сторону, потому что у нас времени не так много осталось. Меня чрезвычайно занимает, хотел бы в конце поговорить вот о чем. Вернуться к ИГИЛу, к ИГ, к так называемому исламскому государству. Очень многие, я сейчас о роли России и вообще о судьбе России в этом смысле, потому что очень многие, очень часто слышишь о том, что есть зоны, которые наиболее опасны с точки зрения влияния на них идеологии ИГИЛ, ИГ и вот этого всего дела. Одну из них называют большая территория российская, Северный Кавказ. Да? Вот говорят, что это тяжелая ситуация. Мало того, я не могу не вспомнить сейчас. Твой папа недавно выступил, недавно это было, да? Он сказал, что произошло событие, что волк убил и съел орла. И это символ, это предзнаменование чего-то нехорошего. Ну, понятно, да, о чем я говорю. Что на самом деле, какова роль России, каково ближайшее будущее России в плане вот противостояния всему тому, что может повлиять на ее расчленение? Вы будете, может быть, несколько удивлены, но я вам скажу, что Россия на уровне своих внешнеполитических интересов, может быть, выступает и против ИГ, и против других структур, на которых там вешаются террористические или не вешаются террористические ярлыки, там, да, как врагов Асада, то есть своей креатуры, там, да, то есть человека, на которого они сделали ставку. Да. Но если руководство внутриполитическими интересами, то существование ИГ и вообще сирийского конфликта очень на руку спецслужбам России, потому что именно эта ситуация дала им те показатели на Кавказе, которые они имеют сейчас, то есть фактически оно высосало все силы из северокавказского подполья, там, да, поскольку там, те, кто потенциально там, готов был бы уйти в лес на Кавказе, там, да, в основном ехал там, в исламское государство, там, да, или там, в Джейш Аль-Ансар Аль-Мухаджирин, там, да, и там мягкая зачистка, погибал. Там, да, и еще совершенно недавно практика относительно ИГ, там, да,
на Кавказе была следующая, там, да, что вот если там человек, там, на него возбуждали какое-то дело там, по экстремизму там, или что-то еще, там, да, ну, как бы, если хочешь уехать, можешь уехать. Давай. То есть фактически Россия не противилась рекрутингу, который проводили эмиссары исламского государства. Да. Головной болью России там, да, была структура, которая называлась Имарат Кавказ, мы все ее хорошо знаем. Да. Лидером ее был, ну, последний лидер, которого мы знаем, это был Магомед Сулейманов, Абу Усман, предшествовал ему Али Асхаб Кибеков. Там, да. И тот, и другой были противники исламского государства. Там, да. Они как бы осудили исламское государство, не поддержали его. С ними очень жестко разобрались, они все убиты. Де-факто Имарат Кавказ в значительной степени на Кавказе разгромлен. Там, да. И в этом тоже есть определенная логика, потому что в борьбе с северокавказским терроризмом там немножко перестарались. Там, да? То есть спецслужбы поняли, что они уничтожают собственный фронт работ. Там, да? Что вот если как бы вот все сейчас зачистить, то они не нужны никому. Там, да? То есть тут начинает работать ведомственный интерес уже. Там, да? То есть должна быть какая-то активность, нужно подращивать эту подрасль, нужно как бы готовить себе. То есть ведь, фронт работы. Ведь с точки зрения спецслужб, там, да, суть не в ликвидации, а в контроле. Да? Ну, понятно. Да. Так что в данном случае сейчас есть некое такое вот потворство исламскому государству, потому что силы пока на Кавказе они еще не набрали, там, да? Зато ужасу навели там, такого, там, что любо-дорого смотреть, и не будучи пока там, слишком опасным противником на Кавказе, там, да, они вполне как бы устрашают там, бизнесменов всех, опять как бы выводя значит, спецслужбы на первой роли там, да, фактически управителей республики. Там, да. Понятно. Спасибо. Всем спасибо. В общем, завершать даже нечем, потому что, как обычно, любая наша передача, любой разговор с нашим экспертом, с гостем заканчивается тем, что накапливается еще большее количество вопросов, но, к сожалению, рамки передачи не позволяют продолжить наш разговор. Архан, спасибо большое. Надеюсь, еще увидимся. Надеюсь. До свидания. До свидания.